Для меня спорт – это в первую очередь возможность проявить себя, познать себя и поддерживать свое тело в таком хорошем состоянии физическом для того, чтобы прожить очень долгую жизнь. Легкой атлетикой я занялся в 2017 году, когда мой друг Ростислав Павлов предложил мне пробежать марафон. Ну, он предложил в 2016 году, мы тогда не смогли подготовиться, это был первый якутский полумарафон. На следующий год я решил, что гештальт надо закрыть, и когда я пробежал, подготовившись к забегу, во мне что-то переключилось, когда надели медаль на шею, я понял, что вот тот спорт, которым я хотел бы заниматься, потому что до этого в школьные времена я занимался всем подряд и ни к чему не прикипел. И во взрелом возрасте ходил в тренажерный зал 3 раза в неделю для поддержания физического состояния. Был лишний вес, 95 килограмм весил, поэтому как-то хотелось скинуть, и выбрал, как все, качалку. И потом с качалки переключился в бег. Во-первых, это, конечно же, дисциплина. Я крайне недисциплинированный человек. Пришлось заставить себя постоянно заниматься. Да, с приходом бега в мою жизнь пришлось заставить себя просыпаться рано утром. Порой приходится просыпаться в 4:30, чтобы в 5:30 быть на тренировке уже. Поэтому это такие жертвы, на которые приходится идти. Да. А остальные трудности – это травмы, которые, к сожалению, бывают, случаются. Без этого никуда. Это все-таки опыт. Да, действительно, бег разделил мою жизнь на до и после, потому что до занятия бегом было как у всех, да, то есть я курил, употреблял алкогольные напитки, да, то есть вот эти вот пятничные посиделки, вот это все было в моей жизни. Вообще я занимался продажами в сегменте B2B, да. Потом, когда некоторое время уже бегал сам, и в 2021 году решил попробовать себя в тренерской деятельности, я получается, понял, что вот оно, то, чем я могу и, главное, хочу заниматься. Да? Потому что, работая в продажах, одним из моих пунктов, да, было это обучение сотрудников, и я там себя уже тогда проявлял. Вот. И когда я стал тренером, стал делиться знаниями и опытом, здесь я раскрылся в полной мере, и вот моя жизнь перевернулась. Все, я превратил хобби в работу, и теперь я самый счастливый человек на земле. Кумиры, не сказать, что прямо есть такие сильные кумиры, да. Есть атлеты, которые мне нравятся, это профессиональные, но я никогда не буду на их уровне, да. Есть, допустим, такой персонаж Алексей Лихарев, да, в запрещенной сети социальной. У него аккаунт называется Бирдсерк. Очень классно ведет блог про легкую атлетику, про джиу-джитсу. Люди, которые очень легкие и очень спокойно так преподносят такие вещи. Вот это, можно сказать, мои кумиры. Хотелось бы быть как они. Прям вот точно не считал, но если в среднем, наверное, по 4-5 тысяч километров в год умножить на 8 лет, да, что-то около 30 с лишним тысяч километров, да, получается. Это сколько? Равняется окружности Земли, нет? Был якутский полумарафон, и я тогда первым в городе решил провести его, пробежать его в костюме. То есть такие вещи, они уже были на других забегах, в России, в мире, да, люди одеваются в различные костюмы, но в Якутске до этого вообще никто не бегал. Вот, я надел на себя костюм Чубайки, у меня была маска Чуи, и я в ней пробежал всю дистанцию. Я бежал, получается, через маску было очень трудно дышать, но я себе говорил, что снимать ее нельзя. Потому что если ты надел костюм, то делай дело до конца. Вот. И не все люди знакомы с трилогией, со вселенной «Звездных войн».
думали там, о, там, Мишка бежит, о, мартышка бежит. Чубакой меня назвали, ну, буквально там единицы людей, которые, о, Чуи, привет. Самая значимая медаль для меня это медаль марафона для всех. Марафон в рамках летних Олимпийских игр в Париже, который проводился в прошлом году. Впервые за всю историю проведения игр организаторы решили допустить обычных любителей. Мы бежали по той же самой трассе, по которой бежали олимпийцы, между мужским и женским забегом. Получается, было допущено 20 24 участника со всего мира на дистанцию марафон и столько же людей на дистанцию спутник 10 километров. Вот, мне посчастливилось стать одним из обладателей слота на этот забег. В прошлом году я съездил, впитал в себя вот эту всю олимпийскую атмосферу, вот, и получил медаль. То есть я побывал на Олимпийских играх и привез оттуда медаль. Можно сказать так. Ну, я больше люблю слушать подкасты различные во время бега. С музыкой иногда бегаю. Музыка, ну, что-то вот начало эпохи 2000-х, да, то есть рэп-рок, типа Papa Roach, Linkin Park, Limp Bizkit, ну, тут там рэп, хип-хоп старой школы, Wu-Tang Clan, Nas, там, Tupac. Под такое бегаю. Вот. И из подкастов, ну, любимое это, конечно же, «Сопли Кипчоги», который ведет Костя Кан. Это «Бег вреден», да, и «Держи темп». 3 моих любимых подкаста, которые я слушаю практически всегда. Все зависит от тех целей, которые вы преследуете. Утром, как принято считать, лучше всего бегать для жиросжигания, да? Когда мы просыпаемся, ничего не кушаем и сразу же бежим на вчерашнем гликогене, да? То, что у нас от углеводов остается. Но бытует мнение, что нужно бегать не ранее, чем через 2 часа после пробуждения, по той простой причине, что сердце наше еще не готово. Но многие бегуны бегают по утрам, выбирают по той простой причине, что, ну, во-первых, нужно успеть это дело до работы сделать, во-вторых, у нас в Якутии, например, с 6 до 8 утра бесплатное посещение всех спортивных объектов. Такой небольшой лайфхак. В Якутске, ну, это парк, да, новая набережная на озере Сайсары. Очень люблю делать большой круг через Сергеляхское шоссе, по шоссе отдыха через Вилюйский тракт, 16 километров получается круг. Вот. И также вот Зеленый Луг, отличное место, и набережная техническая АО «Водоканал» по улице Чернышевского. Ну, это часы беговые, без них вообще никуда. То есть нет тренировки, считай, не бегал. Нужно обязательно чем-то их записать, тренировку. Ну, мой самый любимый бренд по кроссовкам — это Saucony, американский бренд. Я его сам выбираю, рекомендую многим. Вообще, на вкус и цвет фломастеры разные, да, то есть по бюджету можно любые кроссовки выбрать. Самое главное, чтобы они соответствовали вашей пронации стопы, да, был необходимый запас половина или целый сантиметр для того, чтобы не травмировать ногти. Ну, самое главное, чтобы на своде стопы они не пережимали вам, да, то есть бывают широкие, бывают узкие модели, самое главное вот выбирать так, да? Ну и, соответственно, чтобы это были беговые кроссовки обязательно, а не какие-то там casual сегмент, да, в которых нужно ходить, вот. Кофе Ран, ну, появилось оно, можно сказать, с подсмотренного опыта в Москве, в Казани, да. Там существуют проекты типа Social Run, Coffee Run, когда бегуны собираются и социализируются таким образом. Почему кофе? Это самый такой хороший напиток, который объединяет очень многих людей. Кофе любят многие, да. Ну и как бы самое время, утро, пробежка, потом чашка кофе. Поддержал эту идею мой ученик Иван Алексеев, владелец кофейни Prime Breakfast в Якутске. Вот, собираемся у них, получается, и бежим оттуда.
Да, вот в качестве председателя Республиканской спортивной общественной организации «Своспорт» мы ежегодно проводили чемпионаты для любителей. В этом году я также провел вертикальный забег впервые в Якутске, когда мы бегали по лестнице IT-парка. Идей очень много, хочется организовать и формат гонки «Бэк-ярд». Да, он сейчас набирает популярность в России. Это когда нужно бежать один круг, да, он равен там, 6 с небольшим километров, старт каждый час. То есть и на выбывание. Чем больше кругов сделаешь, ну, тем больше ты красавчик. Ну, выбывает последний, соответственно. И там независимо, люди бегают и сутки, и двое суток, и там могут до 3-5 суток даже доходить. Вот, хочется такое провести. Ну вот именно любительская легкая атлетика у нас развивается семимильными шагами, очень много любителей. Если сравнивать по соотношению на количество жителей, то Якутск, ну, безусловно, это самый бегающий город в России. Об этом, ну, даже говорят все массовые забеги в этом году. Забег РФ, Якутский полумарафон, драйви, марафон Аланхо, полный солд-аут. То есть все слоты проданы, да. Этого не было еще год назад, 2 года назад, когда слоты оставались, а в этом году прям очень много любителей, и это заметно даже на улицах и на спортивных объектах Якутска. Очень много кто бегает, люди выбирают бег, и это прям очень супер. Ну и вообще как бы уровень мастерства сейчас тоже у нас достаточно подрос. Есть любители, которые выполняют нормативы кандидатов, мастеров спорта, и даже вот есть мастер международного класса Полина Слободчукова, обычный любитель, который выполнил такой норматив в суточном беге. Так что уровень у нас очень хороший. Якутск впервые принимает чемпионат России на 100 километров. Это, безусловно, очень знаковое событие для легкой атлетики. Тем более скажу, что на 100 километрах якутские бегуны всегда очень хорошо себя показывали. Да? То есть Надежда Бут была победительницей, Борисова Изабелла тоже там занимала призовые места. Наши парни неплохо бегали, да, то есть там Александр Маеда, Рома Алексеев. Все они побегут, ну, кроме Борисова и Изабеллы, все они побегут и на домашнем чемпионате в эту субботу. Так что ожидаем шикарные результаты, ну, в первую очередь от наших спортсменов якутских, потому что это домашний чемпионат, и дома, как говорится, и родные стены помогают. Болеть буду, естественно, за всех наших ребят, но больше всего буду болеть за Таню Артемьеву. Да, это моя ученица, которая будет выступать на чемпионате России. Вот. И также буду болеть за Юру Айнитова, также мой ученик, но он примет участие в чемпионате республики, который идет параллельно с чемпионатом России. Марафон Аланхо, он уникален в первую очередь тем, что это первый забег, который проводится по сертифицированной трассе. Трассу сертифицировали специально под чемпионат России. Соответственно, если атлет выполняет какой-либо результат на сертифицированной трассе, он может получить разряд, да, то есть первый, второй, там, третий, либо кандидат мастер или мастер международного класса. Марафон Аланхо, он идет параллельно с чемпионатом России. Получается, основные дистанции, которые стартуют вместе с чемпионатом России, это полумарафон 21 километр 0,95 метров и марафон 42 километра 195 метров. Они стартуют в 7 утра, все вместе. После обеда у нас будет массовый старт, когда уже пройдет чемпионат России на дистанции 4 и 8 километров. 4 километра в национальной одежде, тоже как отдельно выделенная дистанция. Призовые места именно на марафоне. Да? Впервые в забеге на марафонскую дистанцию в Якутии хорошие призовые выделили именно для марафонцев. Мужчины и женщины получат там абсолютные победители по 100 тысяч и там второе, третье место по 70 и 50 тысяч. В общем, 440 тысяч рублей призовой фонд на марафон. Это очень круто. Я бы с радостью поучаствовал сам, но я буду судьей на забеге, поэтому буду работать, буду следить за тем, чтобы все показанные рекорды были показаны без нарушения правил легкой атлетики. С высоты своего опыта могу сказать, что лучше не тянуть время, сразу найти своего тренера,
потому что с тренером, ну, во-первых, минимизируется риск травмы, во-вторых, вам будет проще составлять свой тренировочный план, чем если вы будете просить какой-нибудь чат GPT его написать, да, или скачивать какие-то готовые планы, потому что тренер — это живой человек, который видит, во-первых, твои физические кондиции, смотрит, в каком ты моральном настроении, и всегда этот план может под тебя скорректировать. Готовые планы под каких-либо людей и какие-то определенные цифры может не сработать по той простой причине, что сегодня не с удовольствием не сделал эту работу с таким темпом, потому что плохо кушал или плохо спал. Например, тренер это все увидит. То есть живой тренер ничем не заменить, да, поэтому выбирайте тренера, можно поработать какое-то время с тренером, потом уже поднабраться сил и там, дальше тренироваться самому, например. Но сейчас я покажу базовые упражнения, которые никогда не будут лишними и всегда помогут вам в ваших занятиях бегом. Первое упражнение — это классические приседания. Мы с вами садимся, получается, до параллели с полом, чтобы здесь у нас была параллель, и следим за коленями, чтобы они не выходили у нас за носок. Сели, вернулись в исходное положение. Сели, вернулись в исходное положение. И так можно 15-20 раз, в зависимости от степени вашей физической подготовленности. Следующее, 3-5 повторов. Следующее упражнение, которое хотелось бы показать, это классические выпады. Исходное положение, стойка смирно. Делаем выпад вперед, получается до угла 90 градусов на ноге. Руками повторяем движение во время бега, да, то есть с правой ногой левая рука идет на взмах. Здесь угол также 90 градусов. Возвращаемся в исходное положение и потом на следующую ногу. То же самое. И поочередно правая, левая. Так 10-15 раз на каждую ногу, также 3-5 повторов. Следующее упражнение — это выпрыгивание из полуприседа. Садимся в исходное положение и из этого положения начинаем выпрыгивать. Акцент на отталкивании носком. Вот. Тем самым мы развиваем задние мышцы и плюс еще развиваем нашу стопу. Подписывайтесь на социальные сети Якутия 24 и занимайтесь спортом.